прогнозе, который был сконструирован на платформе ситуационного центра Республики Татарстан, постарались учесть практически все. И возраст населения, и число самоизолированных, и тех, кто продолжает работать, и тех, кто нарушает карантинные меры. Источником для сбора информации стали и данные из 10 стран, в особенности тех, где ситуация развивалась по самым тяжелым сценариям. Есть надежда, что судьба Италии нас должна миновать. И все же по самым страшным прогнозам в Татарстане к 28 мая могут заболеть свыше 24 тысяч человек. Если перекладывать эти цифры на Республику Татарстан, то это порядка 5500 заболевших будет единомоментно, то есть те, кто обратятся за помощью в медицинские учреждения. И порядка 1500 коек реанимационных отделений может быть занято, если мы пойдем по этому сценарию. Ну и, соответственно, самый печальный прогноз состоит в том, что до 200 человек в день могут умирать в результате осложнений от вируса. Но пока радует несколько обстоятельств. Все эти расчеты предварительные и сбываются с небольшими отклонениями, но в лучшую сторону. Если в Татарстане будет сбываться другой, более оптимистичный сценарий, то, согласно расчетам аналитиков, пик эпидемии придется на середину-конец мая. Заболевших будет в 3,5 раза меньше – 6811 человек. Но вероятность такого варианта развития событий зависит, по мнению специалистов, только от нас самих. Такая вот современная разработка китайских ученых позволяет уже на входе определить температуру тела человека. Если она завышена, то специалист просто не сможет пройти. Ему заблокируют пропуск. Но могут ли такие тепловизоры, считывающие температуру тела, стать барьером в распространении инфекции? Ответ очевиден – нет. Единственный и самый надежный способ, как считают вирусологи, пока остается только один – это режим полной самоизоляции. В зависимости от того, как мы будем себя вести, насколько мы будем выполнять рекомендации, как мы будем соблюдать режим самоизоляции, крайне важны для нас эти предстоящие 2-3 недели. По мнению министра здравоохранения, ситуация в Татарстане развивается с опозданием на 2 недели от Москвы. А это главное условие – время для того, чтобы подготовить весь арсенал. Сегодня республика, по мнению профильного министра, готова к отражению угрозы. Уже подготовлены 12 госпиталей, свыше 3000 коек, обучены 44 тысячи медработников. Готовятся лекарства, средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ. Но одно дело большие города с большими возможностями, другой вопрос – в каком состоянии находится система здравоохранения в сельской местности, тем более, что участились случаи заражения в районах Татарстана. Все пневмонии, которые появляются в центральных районных больницах, мы мониторируем, их привозят в госпиталя, где, кроме того, что сдают анализы на ковид, мы проводим исследования компьютерной томографии. На сегодняшний день в республике построено более 500 сельских медицинских пунктов и 35 врачебных амбулаторий. В этом году в рамках нацпроекта здравоохранения в Татарстане будет построено еще 50 ФАПов и 8 врачебных амбулаторий. Этот сельский ФАП в Алькеевском районе на этой неделе посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Учреждение обслуживает 800 человек. Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость строгого соблюдения требований безопасности в связи с пандемией нового типа коронавируса. На этой же неделе состоялось совещание президента России Владимира Путина с главами регионов. Рустам Минниханов в ходе онлайн-встречи рассказал о ситуации с коронавирусом COVID-19 в республике. Хотел бы поблагодарить вас за те озвученные меры поддержки. Они реально уже поступили и на дополнительное медицинское оснащение медоборудованием, на стимулирование медработников. Все регламенты есть, они будут реализованы. Кроме того, республика тоже активно поддерживает нашу систему. К этой работе также подключили наши крупные компании, как Татнефть, КАМАЗ, ТАИФ, группа Нефис. В ближайшее время мы развернем 15 миллионов масок, минимум будем производить. И плюс еще несколько компаний тоже законтрактовали линии по производству масок. Также 2 наши компании обеспечивает наши медучреждения и муниципалитеты антисептиками. Среди контактных, передачи контактных в семьях, я сказала, это чаще всего или в небольших коллективах.
Здесь необходимо отметить, что такая большая передача этому способствует большое число бессимптомных форм. Из 144 случаев 56 случаев без симптомов. По словам регионального руководителя Роспотребнадзора Марины Потяшиной, в Татарстане, как и в целом по России, фиксирует устойчивую тенденцию роста заболевших. Ежедневный прирост составляет чуть более 15%, тогда как в целом по России прирост значительно выше – 16-18%. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.